Адам Горчханов готовится временно поменять место жительства из Яндари прямо в Ростов-на-Дону на место несения службы. Отправляется парень служить в ряды войск Национальной гвардии. Ему 18, полон решимости и знает, что хочет получить от армейской службы. Росгвардия, Почти все опрошенные призывники пришли к выводу о том, что нужно отдать долг родине самостоятельно. И многие, конечно, хотят получить военный билет, затем трудоустроиться. В общем, косить от службы до 30 лет – идея не из лучших, делятся они, да и лишает ряда перспектив. военный билет дишь вара сразу даже она вождик кого саитеждик куда бог дерикамлок атагуда Отдать свой воинский долг собирается и наш коллега, сотрудник национальной телерадиокомпании «Магаз» Исрапил Богатырев. Ему 20 лет, родом из Назрани. Не дожидаясь повестки, служить вызвался сам. Нужен военный билет, да и родственники служили в свое время. К тому же отличный жизненный опыт. Начнем с того, что чтобы чисто трудоустроиться, нужен военный билет. Без военного билета в наше время никуда тебя не берут на работу, на официальную работу. Сейчас, чтобы с 1 января выходит указ, что военный билет, призывной возраст будет 30 лет, до 30 лет. И только по истечению этого возраста ты будешь его получать. А мне сейчас 20 лет, и 10 лет ходить без этого военного билета, без работы мне будет очень сложно, не говоря об отсрочках, которые нужно предоставлять военкомату. Поэтому я решил поехать сейчас отслужить. Я думаю, это будет лучше провести 1 год, чем весной 2. Исрапил Богатырев перебирает вещмешок, аккуратно укладывая все по своим секциям. Солдат должен выглядеть всегда опрятно, берцы начищенными, ремень натянутым. Этого требует устав, так заведено в воинских частях. Это схоже и с ингушским неписанным кодексом чести. Призывник ингуш в любом месте должен соблюдать эсдел. Он должен быть ингушом, самое главное ингушом, настоящим ингушом, показывать свой менталитет. Чисто как пишется в этой книге, так и он должен быть таким. Помогать старшим, быть немногословным и спокойным. Провожают Исрапила его коллеги, в частности Даухан Богатырева, которая на целый год лишается своего выпускающего редактора. В принципе, в последние полгода он уже говорил, что он отправится с осенним призывом в армию. Поэтому сегодня пришли проводить. Замену стали искать? Нет, конечно. Мы надеемся, что Исрапил вернется нам через год и приступим снова к своим обязанностям. Провожали его накануне в стенах телерадиокомпании, пожелав отслужить с достоинством и поскорее вернуться к работе. Я более чем уверен, что год пройдет достаточно быстро, и Исрапил достойно справится с всеми задачами, которые возложены на него нашей страной, служит, получит звание, получит опыт. Может быть, продолжить службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации, это уже на его усмотрение. В любом случае, мы, Исрапил, будем тебя ждать, если ты вернешься и решишь с нами сотрудничать дальше, работать с удовольствием. Надеемся, что у него все будет хорошо, и он, отслуживший дембелем, через год вернется к нам. Желаю удачи Исрапилу, будет очень скучно. Я думаю, что год пролетит незаметно, поэтому будем все ждать. Отправляются новобранцы служить в Ростов-на-Дону, Астрахань и Крым. Сухпайки, вода и другие принадлежности, которые им понадобятся в дорогу, загрузили в машину. Представители воинских частей доводят до призывников некоторые нюансы. Ребята из различных населенных пунктов республики. Из Малгобека, к примеру, служить едут 6 человек. А фактически мы уже отправили 20 человек, кстати, 6, у меня 22 наряд по Малгобеку. Вот у нас уже получается как бы 20 человек. И 2 человека мы вот следующие 18 числа будем отправлять на 2. Уже скоро их ждет месяц КМБ, затем торжественное принесение присяги, затем уже учебка. Служба в рядах войск Национальной гвардии предполагает патрулирование общественных территорий. Адам Мережков, Султан Магушков, Новости 24.